Кероген. Органическая часть горючего сланца. Маленькие, коричневые комочки размером около 100 микрометров. Это они дают нам химические продукты, свет, тепло. Количество керогена в горючем сланце определяет его качество. Центральная химическая лаборатория объединения «Эстонсланец». Коллектив коммунистического труда. Здесь и работает Людмила Фурсова, секретарь комсомольской организации. Сюда ежедневно с шахт и разрезов доставляются пробы сланца. Каждый анализ дублируется, сверяется, и только после совпадения показателей считается законченным. По лабораторным данным ведутся расчеты с потребителями. Определяется состояние технологий добычи и обогащения. Оценивается качество труда сотен шахтеров. Люда пришла в лабораторию 3 года назад. Теперь она в совершенстве владеет сложным комплексом анализов по сланцам. Выполняет работы, связанные с охраной природы. Имеет специальность по гражданской обороне. Это она организовала шефство комсомольцев над строительством Дворца культуры шахтеров. Вместе с ними помогала совхозу в заготовке кормов и уборке урожая. По итогам профессионального и социалистического соревнования Людмила Фурсова
признана одной из лучших лаборантов объединения «Эстонсланец». Идет определение теплоты сгорания сланца разреза Сиргала. Производительность разреза 20 тысяч тонн в сутки. Стоимость продукции более 50 тысяч рублей. И только 1 грамм сланца от 20 тысяч тонн сжигается в этом аппарате. Предельная внимательность. Спешить нельзя. Но имеются жесткие нормы времени и государственных стандартов, в которые обязан уложиться каждый. Заканчивается смена. Многократно определен главный показатель качества сланца – теплота сгорания. Вечером учебные занятия в Политехническом институте.